Здравствуйте! В эфире финал второго сезона республиканского конкурса молодых предпринимателей «Стартап Булашак». Из 26 участников финальный марафон бизнес-планов прошли только 12 сильнейших. И хочу сказать, что у всех глаза горят и каждый верит в свою идею. Идеи 12 участников, по мнению конкурсной комиссии, самые яркие и самые достойные. Они же и самые перспективные. И победители сегодня получат солидные денежные призы. В составе нашего многоуважаемого жюри есть и бизнес-ангелы. Во время выступления они могут задать участнику интересующие вопросы. И, внимание, самое интересное – прямо здесь, в студии, проинвестировать в бизнес-идею и войти в долю стартапа. Но для этого проект, конечно же, должен понравиться. Давайте поприветствуем членов жюри конкурса «Стартап Булашак». Серикбай Бисекеев, президент группы компании «Арман Холдинг», победитель номинации конкурса «Предприниматель года в России» по версии Эрнст & Янг, независимый директор фонда «Даму». Алмаз Кудайберген, председатель правления «Центр Азия Групп», член Совета ассоциации «Булашак». Ерлан Оспанов, генеральный директор, управляющий партнер инвестиционной группы компании «Верный капитал». Хайрат Кудайберген, основатель холдинга Q3, заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы. Ералы Сауранбаев, председатель наблюдательного совета ТО «Щебербилд», член ассоциации «Булашак». Расул Рахимов, руководитель департамента устойчивого развития и урбанизации программы развития Организации Объединенных Наций в Казахстане. Конкурс «Стартап», уважаемые члены жюри, проводится в Казахстане в рамках проекта «25 добрых дел», посвященного 25-летию независимости Республики Казахстан и 15-летию ассоциации «Булашак». Сейчас первый из участников зайдет в эту студию и окажется один на один с нашим строгим жюри. Он, конечно же, волнуется, и по этому поводу я, пожалуй, пойду к нему, поддержу его, как-нибудь приободрю и оставлю вас уже позже с ним наедине. Первыми перед вами, уважаемые члены жюри, выступит Берик Курмашев из Актобе. Его бизнес-идея связана с трудоустройством людей с ограниченными возможностями через веб-платформу. Пользователь может зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и ждать ответа от работодателя. Таким образом, Берик и его команда намерены предоставлять вакансии и бороться с безработицей. Ментор Берика Курмашева, учредитель и генеральный директор компании «Алма Клауд», выпускник программы «Булашак» Санжар Алтаев. Добрый день. Удачи вам, Берик. Здравствуйте, уважаемый жюри. Меня зовут Берик Курмашев. Я из города Актюбинск. Мой проект называется My Profit, аутсорсинг компания. Рекрутинговое агентство. Что предоставляет? Примерно то же самое. Компания или заказчик оставляет на нашем сайте заявку на соискателя. Мы обрабатываем заявку, предоставляем соответствующие соискатели для работодателя. Проходят соответствующие этапы процедуры, тестирования, экзамены, предоставляем тебе, кто этот человек, да, кому это нужен. Работодатель узнает, к примеру, о соискателе, какой это человек. И после этого, как удовлетворяет его потребности, начинает свою работу. Кратко расскажу бизнес-модели. У нас ключевые ценности – это автоматизация бизнес-процессов, сокращение расходов по фонду оплаты труда, снижение налоговой нагрузки до 50%. Те компании, которые нанимают людей с ограниченными возможностями, у них соцналоги снижаются до 50% под разные группы. Снижение расходов на рекламу за счет CRM-системы. То, что мы предоставляем в IT-услуги, да, CRM-системы, где они могут использовать нашу CRM-систему, видеть, какая реклама эффективно работает, какая неэффективна. Вот. И увеличением продажи. Благодаря этой CRM-системе они могут увеличить продажи. Для людей с особенными возможностями мы предоставляем на нашей же фирме же стабильную заработную плату, комфортные условия и бесплатное обучение. Не нужно делать акцент, что вы работаете с людьми с ограниченными возможностями. Делайте это тихо и делайте это сами. Если вы хотите преподнести это как сильную сторону, я просто могу вам дать совет. Вы можете сказать так, что люди с ограниченной возможностью, ну, к сожалению, в силу обстоятельств, они, может быть, более усидчивы, и тогда это даст некое конкурентное преимущество вам. Вот. Что касается рекрутинга, то
Здесь очень большая конкуренция уже с крупными профессиональными рекрутинговыми агентствами. А брать деньги с инвалида за то, что вы их трудоустраиваете, или, может быть, вы будете брать деньги с будем. Ну, они не работодателей? у инвалида берут Мы деньги, не наверное, с у работодателя берем, потому что мы Хорошо, готовим вы будете его. брать с работодателей. Поэтому здесь мой совет такой. Не ограничивайте себя. Рынок на самом деле большой. Сама деятельность по аутсорсингу, направление деятельности, она очень перспективная. Удачи и будем держать за вас кулаки. Спасибо. Хорошо, спасибо. Мгм. Удачи. Спасибо. Спасибо. Как можешь оценить свое выступление? Что в плюс можно записать, а что, наоборот, хотелось бы, конечно же, забыть или исправить? Так, по 10-бальной шкале где-то на 5, возможно. Да, Но, почему? Времени не хватило дальше объяснить. Мгм. Немножко хотел. Ну, надеюсь, наши уважаемые жюри это суть вещей поняли, на что акцентируемся, что работаем. И взял себе немножко опыта, потому что мне надо волноваться, переволноваться там. Мгм. Да, бывает такое. В следующий раз постараюсь это ошибки не повторять. Когда-то мы зачитывали до дыр книги о роботах и засматривались фантастическими фильмами о киборгах. А сейчас мы с вами живем в действительно уникальное и удивительное время – век цифровых технологий. Наши дети умеют программировать и собирать роботов, а во времена нашего детства мы практически о таком и подумать не могли. Согласитесь, уважаемые члены жюри? И хотела бы спросить у кого-то из вас, действительно вы считаете ли вы робототехнику необходимой, нужной сегодня в наше время? Роботы как таковые, конечно, будут востребованы в ближайшем будущем. И я уверен, что это уже не фантастика. Помните, недавно была новость, что один пастух пас овец с помощью дрона. Да, потом сказали, что это шутка, но я считаю, что скоро это уже будет не шутка, не фантастика, а вполне реально. А наш следующий финалист Алексей Ли из Жезказгана считает, что программирование доступно, и эти навыки детям нужно и можно прививать с детства. Алексей уже открыл в своем городе кружок по робототехнике. И теперь мечтает расширить дело и открыть детский центр «Инопарк». Здесь ребята могли бы творить, ставить увлекательные эксперименты, изучать законы природы, физики, химии и создавать своими руками уникальные вещи. Ментор Алексея Ли, генеральный директор ивент-агентства Sun Events Сауле Самедин. Как вы готовили Алексея, на что делали уклон? Может быть, какие-то свои методики выступления были? Ну, конечно, Алексей на самом деле достаточно подготовленный, что меня очень сильно радует. Ну, конечно, давала советы в плане составления бизнес-плана, то, что он высылал, и в плане составления финансового бизнес-плана. Все, отлично, Алексей, я тебе желаю удачи, у тебя все получится, я в тебя верю. Здравствуйте, уважаемые жюри. За собственные средства я закупил 2 роботов, ноутбуки и арендовал помещение и начал в июле текущего года такой пилотный проект в области робототехники. Нанимать преподавателя казахского языка я не могу, потому что не хватает просто материально-технической базы. И, как вы сами понимаете, приходится... Да, вот я здесь, на этом проекте, для того, чтобы получить инвестиции, для того, чтобы вложить в наших детей, для того, чтобы поднять наш моногород, город Жезказган, который богатый медиа, но, к сожалению, вот имеются вот такие проблемы именно в области инфраструктуры, социальной, образования, договоренности с Федерацией казахстанской робототехники о том, что они готовы обучить преподавателей, готовы принять нас для того, чтобы наши дети участвовали в соревнованиях, то есть у них должно быть продолжение. И также с местным отделом образования, который готов с нами сотрудничать. У нас будет 4 основных направления. Это робототехника, химические опыты, физические эксперименты и зеленая экономика. Как вы видите, специально созданная программа позволяет роботу двигаться именно как паук. То есть это не просто хаотичные движения, а именно он движется в том направлении, которым ему надо. Вы сказали, упомянули такое слово триггер, зеленая экономика, да? Что конкретно, какая тематика вы там планируете у себя в инопарке это сделать?
по зеленой экономике, то есть когда дети создают какие-то проекты научные, технические, сейчас все касается, уже опирается именно по зеленой экономике. То есть нельзя создавать какие-то изобретения, которые будут не соответствовать международным требованиям по экологии. И поэтому мы ввели курс зеленой экономики, в котором будем обучать, то есть специальных есть научные наборы, то есть солнечным батареям, то есть как использовать солнечные батареи, то есть ветряные станции, то есть полностью курс рассчитан, и, как вы заметили, есть собственный проект, у каждого ребенка будет, то есть такая небольшая дипломная работа, как у студентов. Они будут посвящать именно, например, экологическому городу. Предложение такое, 2 миллиона тенге, это от меня, от нас 20% участия. Да, мне кажется, все-таки вам надо расширяться. Я вот тоже хотел бы вас пригласить там в город Алматы. Это потому что мегаполис двухмиллионник, и давайте мы с вами отдельно тоже поговорим, предоставить помещение под офис сразу. Да, то есть мы переговорим с образовательными центрами, мы подключим административный ресурс в лице акимата города Алматы, переговорим с управлением образования. И я как бизнесмен тоже готов участвовать в этом проекте и вложить сюда деньги свои. 3 миллиона тенге и 30%. Согласен я согласен. Поздравляем еще Спасибо. раз от всей души. Спасибо. Чек на 2 миллиона тенге от председателя наблюдательного совета ТО «Щебербилд», члена ассоциации «Булашак» Ералы Сауранбаева. Вы получили чек на 2 миллиона тенге. Это участие в вашем стартапе и, как мы видим, получается одобрение вашего проекта вообще. И вот сейчас у нас подписывается буквально на наших глазах чек Кайратом Кудайбергеном, основателем холдинга Q3, заместителем директора Благодарю. Палаты предпринимателей Спасибо. города Алматы. Браво, поздравляем вас, Спасибо. Леша. Спасибо. Вам удачи. Отлично, молодец, Алексей. Вставай сюда рядом с нами. Поздравляю тебя. 2 миллиона от одного члена жюри, точнее 2 миллиона инвестиций, 3 миллиона от второго. Как оценишь свое выступление? У меня, у членов жюри, когда я с ними общался, у меня не было такого барьера, что это чужие люди. Мне очень легко с ними было общаться, поэтому я Сроднился. забыл, про свою презентацию, мы начали дискутировать и уже начал. А ты представляешь, сколько инвестиций ты бы получил, если бы ты бы включил свою презентацию, Да, свои возможно, слайды? Возможно, ты бы больше уже получил. не 5 миллионов, а целых 10. Сауле, вкратце, как мы можем оценить выступление Алексея? Ну, я очень рада. Я считаю, что это уже успех, то, что инвесторы есть, и то, что он заинтересовал. А самое главное, что Алексей сам верит в это, и сам чувствуется, когда человек презентуется, его участие, и насколько он знает свою эту область. И в Алексее это было. Ну, я вам желаю удачи, дождаться хороших результатов. Я очень рад за тебя и горд за тебя. Проект нашего следующего финалиста также связан с робототехникой и протезированием. Алматинец Маулен Бектурганов создал прототип бионической руки. С помощью его изобретения человек, лишившийся части руки, сможет жить полноценной жизнью, так как протез сразу реагирует на его мышечные импульсы. Вообще в мире можно по пальцам счесть компаний, которые занимаются такими разработками. Соответственно, и стоимость такой бионической руки довольно высокая. А вот казахстанский молодой ученый обещает, что после запуска протезов в массовое производство они станут доступнее, нежели их зарубежные аналоги. Улучшить презентацию бизнес-проекта Маулену помог его ментор, инвестиционный директор ВТБ Капитал I2BFI Innovation Partners, выпускник программы «Булашак» Ануар Сейфуллин. Со стороны вроде кажешься таким скромным изобретателем, но на проекте ты раскрылся, добавил эмоций, чувств и в итоге пробился в финал. Какой настрой сейчас у тебя? Боевой. Боевой? Боевой. Ну, спокойно. Боевой, но спокойно. Вот, отлично, другое дело. Ануар, как готовились к финалу? У проекта очень высокая технологическая составляющая. Вот те алгоритмы, на которых работает эта рука, разработал он сам. И он, как вы правильно сказали, достаточно скромный, но очень талантливый изобретатель. Я надеюсь, я помог ему сфокусироваться именно со стороны бизнеса, то есть определить концепцию, помочь с финмоделированием, ну и с какими-то
отдельными направлениями. Прошу. Давай, Давай, удачи. удачи. Проходи. Удачи. Уважаемый жюри, прошу вас попробовать открыть данные бутылки, не используя большой палец. Прямо сейчас. Бутылочки с водой. Мы специально принесли реквизит, он стоит у вас на столах. Поэтому не стесняйтесь, пробуйте без большого пальца. Ну, достаточно сложно и неудобно. И каково человеку, у которого нету руки, чтобы открыть или сделать обычные вещи, такие как взять предмет и так далее. Проведя исследование, мы узнали, что в Казахстане проживает 14 тысяч инвалидов с отсутствием верхних конечностей, среди которых менее 1% обеспечены современными бионическими протезами, которые в свою очередь стоят от 30 тысяч долларов. На данный момент существует ограниченный выбор этих протезов, то есть можно найти дешевый, но не функциональный, либо функциональный, но дорогой. Бионические протезы производят немцы и англичане. В Казахстане такие протезы не производятся, хотя есть необходимый для этого спрос. В моем проекте система управления управляется путем снятия импульсов мышц на базе мною разработанного алгоритма. И также используется 3D-печать, что снижает стоимость, упрощает процесс разработки. Также в данном прототипе есть интересный функционал, такой как синхронизация со смартфоном. То есть человек с ограниченной возможностью сможет самостоятельно, без труда, с помощью смартфона добавлять, изменять либо удалять базовые жесты, которые у него имеются. То есть проводить индивидуальные настройки, не проводя дополнительных усилий. Также эта система была успешно проверена на человеке с ограниченными возможностями. Основными плюсами Ambionix является то, что есть легкий вес, синхронизация со смартфоном и доступная цена от 1200 тысяч долларов. Человека, у которого нет руки, остается часть руки, на которой сохранились мышцы. Напрягая эти мышцы, мы можем управлять самим протезом. Это схема работы. То есть я напрягаю, он берет воду, открывает, может быть. Сейчас. Попить и преподнести вам. Также есть здесь функция сжатия, то есть он не может пережать какой-либо предмет и останавливается, то есть хрупкие вещи какие-либо и так далее. Действительно хрупкие. На данном версии это прототип. Здесь присутствует аккумулятор, но он большой, так что общий вес прототипа около 450 грамм. Это намного меньше, чем у наших конкурентов, так как из пластика. В дальнейших этапах мы хотим выйти на стеклопластик и также использовать данный протез в качестве платформы для дополнительных гаджетов. То есть у человека вместо руки также будут дополнительные LCD-дисплеи управления, пульты разные. То есть он будет, наоборот, преимущество иметь над людьми обычными. Ну, мы хотим прийти к этому. Вопрос такой, вот этот механизм, который у вас есть, да, мы только что видели, да, как бы, звук слышим, и он работает медленнее. Можно ли увеличить, да, усовершенствовать, и сколько это будет стоить? Первый финансирование 7,5 миллионов, это даст время жить компании около 6-8 месяцев до первых продаж. То есть за этот период мы разработаем прототип, 4-й прототип, и пилотные версии уже будут протестированы. Сейчас они уже тестятся, то есть они будут до конца протестированы, и запуск уже будет этих протезов. И увеличение Хватит скорости. ли вам 7,5 миллионов тенге для того, чтобы начать? А вдруг та модель, которую вы разработаете, 4-я модель, окажется не такой и удачной, и вам понадобится, скажем, еще 7,5 миллионов тенге и еще дополнительных 8 месяцев? Было за 1,5 года проведено немало тестов с этими конструкциями данных протезов, были изучены наши конкуренты, и был выявлен самый оптимальный вариант протеза, то есть самый дешевый и самый удобный, практичный, чтобы он был легкий. То есть эту систему мы уже тестируем, мы уже начали разрабатывать, и это 3-я версия, ее еще не закончили. То есть ничего уникального здесь нет, получается? Алгоритм был написан мною, и конструкция была собрана. То есть все, что уникально, это ваша IT-разработка, да? То есть некая программка, вшивающаяся, Да, софт. жесткая, на кодах, которая... Да, софт. Я считаю, вы замахнулись на очень серьезную задачу. И это очень серьезный продукт, который, по сути, должен быть отработан до идеала. Потому что это протез. Это то устройство, которое должно помогать человеку, так сказать, справляться с трудностями. Вот, и я просто боюсь, что таких инвестиций просто будет недостаточно. Здесь нужна очень серьезная экспертиза. И не только механиков, но и многих-многих других специалистов. Я думаю, не случайно аналоги конкурентов стоят так дорого. Потому что там при такой низких таких объемах продаж
очень много было затрат на разработку. Анатор, оно финансирует этот ваш проект или нет? только публикация, мы... Но это не серьезно. Нужно, имеется в виду, обязательно подавать, потому что они созданы для того, чтобы помогать таким проектам, потому что нету аналогов в Казахстане, да, вы первые, кто это делает. Поэтому обязательно обращайтесь, не сдавайтесь, да, я вам рекомендую дальше двигаться. И все начинали с чего-то. И в конце концов, для этого не нужно жить в Силиконовой долине. Вы сможете, возможно, сделать лучший протез в мире. Спасибо большое. Анвар, а как вы оцениваете выступление Маулена? Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Мне понравилось, как ты отвечал на вопросы и как в целом презентовал проект. У меня только положительный отзыв. Да, Маулен, не переживай. Я уверен, что именно с этим проектом у тебя все получится, как сказал один из членов жюри. Главное верить. Маулен, удачи. Время отдыхать. Спасибо. Недалеко от поселка Молала в Алматинской области есть небольшое озеро Ушколь. Это единственный сохранившийся водоем из цепочки 3 озер. Наша следующая финалистка Назым Мусабекова мечтает спасти Ушкольское озеро от возможного высыхания. И ради этой благой цели она разработала бизнес-проект, связанный с развитием аквакультуры. Реализация ее идеи, уверена Назым, принесет много пользы не только экосистеме региона. На столах жителей Алматинской области появится свежая и доступная по цене рыба, а сами сельчане будут обеспечены работой. Основательно подготовиться к презентации проекта участнице все это время помогал ее наставник, основатель крупной сети фитнес-центров «Фитнес Блиц», выпускник программы «Болашах» Данияр Молдахмед. Данияр, как шла подготовка к финалу? Не ленилась ли наша участница Назым? Как вы оцениваете ее настрой? Ну, проект, во-первых, очень интересный, и Назым сама очень энергичный, очень предприимчивый человек. Вот, работать было легко. Ну а как Назым оценивает свои шансы на сегодняшнее выступление? На все 100 я подготовлена. Проект, во-первых, я занимаюсь не только разведением рыб, но и приношу пользу экологии. А вот здесь хотел отметить, Назым очень сильно в свой проект верит, поэтому вот со своим папой, значит, несколько лет назад расчистили русло реки и абсолютно пустое место превратили в большое озеро. 800 гектаров, это примерно, мы вот считали, где-то в 70 раз больше алматинского Сайрана. Вот, сама, значит, установила связи с Казахским институтом рыбного хозяйства, вот, привлекла оттуда специалистов, которые приехали, взяли забор воды и подтвердили высокий потенциал коммерческий вот, рыбного хозяйства, который будет. Назым, я тебе от всей души желаю удачи, давай, сделай все как надо. Спасибо большое. Все, желаем удачи. Итак, среди финалистов проекта «Стартап Болашах» немало представительниц прекрасного пола. Все они целеустремленные личности, которые верят в успех своего проекта. И сейчас в этой студии появится начинающий предприниматель и эколог в одном лице. Девушка, которая верит в то, что ей удастся запустить успешный стартап и возродить родное озеро. Назым Мусабекова. Встречаем. Здравствуйте, уважаемые жюри. Я Мусабекова Назым из города Талдыкурган. Хочу вам представить проект «Защита и разведение рыб Ушкольских озер». Прежде чем начать этот бизнес, я сделала анализ рынка, выяснила все наличие существующие проблемы у нас в Алматинской области. То есть у нас дефицит качественной продукции, ограниченных рыбных запасов, скудный ассортимент, высокая цена. Причина всему этому – это слабая господдержка. Я объединила 3 крестьянское хозяйства коллегов Булатхан, крестьянское хозяйство Кудайберген, крестьянское хозяйство Асан. То есть коллегов Булатхан мы имеем землю и озеро. Крестьянское хозяйство Кудайберген имеет опыт выращивания зерновой культуры. Крестьянское хозяйство Асан занимается разведением животноводства. То есть мы провели анализ воды, наличие их теофауны и выживаемость. Сокращение издержек. На данный момент мы уже имеем озеро, то есть у нас расходы в основном будут уходить на комбикорм и на сырье, закуп мальков. Собственные средства, как я сказала, имеем землю и озеро. Забота об экологии, то есть до 2010 года не было воды. Я возобновила флору и фауну, то есть тут идет забота об экологии. Горный источник. На расстоянии от озера Ушколь
на расстоянии 1,5 километра находится горный источник, то есть с водоподачей проблем не будет. Зеленая энергия. В своем проекте я собираюсь использовать ветряные мельницы и солнечную батарею. То есть это большой плюс, без вреда экологии и без затрат сырья и топлива. Я собираюсь разводить таких видов рыб, как беломор, толстолобик, карп, сазан. Эти рыбы неприхотливые, как в кормовой среде, так и в обитании. Необходимые инвестиции для защиты и разведения аквакультуры мне требуется 15 миллионов. Это на закуп оборудования, мальков и комбикормов в основном, и на укладку труб. Я очень удивлюсь, если ПРООН не отметит этот проект гранта, потому что вот на пустом месте создать озеро, то есть восстановили экосистему. Большинство компаний, кто этим занимается, они, вы знаете, гормоны роста используют, антибиотики для того, чтобы увеличить производительность и быстрее окупаемость проекта. У вас что в этом? Большинство этих проектов, они не выращивают в естественной среде, они в бассейнах в основном выращивают, то есть они добавляют комбикорм, у них особо риска не будет. Там всего лишь контроль температуры воды надо наблюдать. Они наливают и могут осушить этот бассейн и заново выращивать товарную рыбу. В моем случае это озеро вместимостью 1000 гектаров, общая площадь, можно сказать. Сюда вместимостью 3 миллиона мальков, то есть на озеро. И, как я сказала, крестьянское хозяйство Кудайберген имеет опыт выращивания зерновой культуры, то есть кормовая база у нас уже есть, имеется. То есть там не будет без всяких добавлений протеинов. Здесь такой вопрос, а кто покупатели? Вы вели какие-то переговоры с покупателями? Я заключила договор намерения крупным заводом, это Рыбпром, который находится, завод находится в Штобе и в городе в Алматы. Они готовы покупать мою продукцию. Просто восхищен вами, Назым, потому что настолько детально проработанный бизнес-план, настолько глубокое познание рынка, настолько глубокий анализ среды, которой Назым занимается, да, поэтому я думаю, что это одна из лучших презентаций на сегодняшний день, которую мы видели. Мы хотели бы инвестировать 1,5 миллиона тенге, условно за 10%. Вы согласны? Спасибо, конечно, за доверие. Давайте обсудим после проекта. Спасибо, Назым. Да, спасибо. Ну, в целом, на 100% я справилась, думаю. Молодец. Я тоже так думаю, и Даниэль подтвердит мои слова. Да, я считаю, все вопросы раскрыты, несмотря на шквал, замечания, вопросов со стороны жюри. На все вроде отбилось нормально. Уверенно. Вот, и в целом я по атмосфере думаю, что проект пройдет. Вы знаете, что свежие овощи можно выращивать без солнечного цвета, без почвы, без пестицидов, ясное дело, даже без агронома. Финалист телепроекта, выпускник программы «Болашах» Диас Тастамбеков знает, как это делать. Его проект «Ресурсоэнергосберегающая ферма», где можно выращивать экологическую чистую зелень круглый год посредством внедрения технологий аэропоники. Диас принимал участие в первом сезоне конкурса «Стартап Болашах». Его проект вышел в 20-ку лучших. Попытать счастье он решил и в этом году, и попал в финал. Дорабатывать бизнес-проект Диасу помогал его наставник, управляющий партнер Руми Групп Куаныш Шонбай. Готовы ли вы брать продукцию экологически чистую, выращенную в лабораториях у группы молодых ученых? Естественно, мы готовы. Мы верим, что этот проект так или иначе будет реализован. Но мы хотели бы, чтобы Диас, так как он ученый, любому ученому это призвание, какие-то кредиты и деньги, это грант. Поэтому мы стремимся сегодня получить грант. И не один, возможно. Не один грант. Это для нас принципиальный момент, потому что ученому, как я говорил, этот грант очень важен. Удачи, Диас. Спасибо. Давай, прошу. Добрый вечер, Диас. Мы рады вас приветствовать, и у вас есть время для презентации. В Алмате более 3000 ресторанов, но при этом агропромышленный комплекс очень консервативен. Он выращивает, грубо говоря, картошку, морковь, да, но руккулу, тимьян какой-нибудь, оно не дает, да, предложения.
у 15% это ежегодный рост рынка общественного питания. Вы видите, вот это наш прототип, работающий вегетарием Uno. Он дает нам 22 килограмма в месяц. Принцип работы таков, что все нужные питательные вещества подаются, как вы уже знаете из ролика, вместе с водой прямо на корни, без абсолютно какой-либо почвы. Вместо солнца у нас искусственное освещение. И все это автоматизировано. Соответственно, нет почвы, нет у нас вредителей, нам не нужны пестициды. Автоматизация – это увеличение производства, минимизация человеческого фактора, да, и плюс круглые сутки она может работать. Циркуляция воды – это в целом делает процесс выращивания экологичным. Мы не вмешиваемся в экосистему, и мы еще к тому же экономим воду. Ну, пока он держится, я вообще удивлен, как он очень быстро, потому что когда он уходил с другой задачи, когда вышел сюда. Ну, смотрю, молодец, я удивлен. Ну, подстроился под ситуацию. Очень быстро, очень уверенно, за секунду. Мы делаем это оборудование сами, поэтому мы его собираем и готовим помещение. После этого у нас первый урожай, и с первого урожая, так как зелень очень дорогая, мы уже можем сами себя содержать, то есть операционные затраты можем покрывать. Дальше у нас идет сбыт и привлечение новых клиентов. Очень просто. Вот я когда первый урожай брал, относил ресторанам, они пробовали, если нравилось, они говорят, ну давайте, вот мы будем брать. То есть сбыт параллельно с привлечением новых клиентов у нас идет. Это вот прототип. Можете увидеть, как оно выросло в действительности. Я вот в Павлодаре начал, я это посадил, и вот оно у меня уже выросло, без почвы. Проект мы начнем реализовывать на базе технопарка Казгу, потому что они нам предоставляют площади, и там у них есть площади в Алмате. Вот я был в прошлом году в группе ментов, и я вас помню, вы участвовали, но, к сожалению, через второй этап не прошли. Вот за 1 год что вы сделали, чтобы реализовать этот проект? Мы вырастили несколько урожаев. Мы-то знаем, что технология работает, мы убедились, что мы ее смогли воспроизвести. Мы дали на пробу в кафе нашу рукколу. Мы модернизировали сам прототип. Если, например, грант от ПРООН вы возьмете, вы затребовали 7 миллионов тенге. Вот эти вот у нас грант 5 миллионов тенге. На что бы вы его потратили? На что она точно пойдет? Я бы взял филипсовские лампы. Это самые лучшие фитолампы на рынке, но они намного дороже того, чем мы сейчас работаем. А Казахстан, ассоциация у всех в мире должно быть. Это чистая земля, чистая продукция. Я готов вас поддержать. Вот вам всем нужно... и очень важно, чтобы вы были вовлечены в проект, и нельзя, чтобы доля ваша была минимальна. Поэтому я предложил бы 2 миллиона для того, чтобы у вас 25% поучаствовать в этом проекте. Как вы смотрите? Ну, спасибо, очень приятно, что вы проявили интерес. Ну, мне нужно это обдумать, и, конечно, Хорошо. Спасибо. Когда есть вовлеченность и умение объяснять свой бизнес, то можно и других людей привлекать к этому. Сегодня вы это сделали, вы нас всех убедили, и мы готовы вкладывать в ваш бизнес. Диас, 2 предложения о сотрудничестве, об инвестициях. Мы поговорили с жюри. Насколько вы открыты к такого рода предложениям? Так как я в бизнесе недавно, да, скажем так, и меня даже до сих пор позиционируют как большого ученого, мне нужно этот момент очень хорошо изучить. Был бы я опытный, я бы сразу сказал, так, тебе столько-то, тебе столько-то, на таких-то процентах, да, я этого не могу сделать. Поэтому у меня есть наставник, который компетентен в этом. Мы оценили бизнес 40%, 50, за 40 миллионов 50%, ну, дальше, исходя из этого, получается, мы с Сахи можем дать 5% на 2 миллиона тенге. В принципе, исходя из этого дальше работать. Отлично, я думаю, вам есть о чем поговорить. Диас, я тебя еще раз поздравляю, отправляю тебя за кулисы. Прошу. В последнее время в мире, как показывает неутешительная статистика, наблюдается рост больных с сахарным диабетом. Люди с таким диагнозом часто страдают синдромом диабетической стопы. Финалистка, приехавшая к нам из Тараза, студентка Камшат Абдразаккызы. Она предлагает открыть мини-цех, где можно изготавливать специальную обувь и ортопедические изделия на основе композитных материалов. Обувь, изобретенная группой таразских ученых, способна предотвратить недуг. Ментором 19-летней Камшат является представитель завода Гофра Тара Азель Урпекова.
Азель, бытует мнение, что бизнес делают мужчины, но наши финалистки доказывают это обратно, их у нас здесь немалое количество. Скажите, в целом, легко ли быть бизнес-вумен в современном обществе и, в частности, у нас в стране? Ну, я думаю, правила бизнеса, они для всех одинаковые, поэтому как бы все здесь зависит от личных качеств бизнесмена. Ну что ж, Камшат, я тебе желаю веры в себя, я уверен, у тебя все получится. Отправляю тебя к нашим жюри. Меня зовут Камшат, я с города Тарас. Мой проект – это мини-цех для изготовления специальной обуви для больных с сахарным диабетом. В настоящее время в Казахстане наблюдается рост числа больных сахарным диабетом. Люди, болеющие сахарным диабетом, они не могут одевать повседневную обувь, так как в повседневной обуви имеются травмирующие элементы. Обувь изготавливается на стандартной колодке с узкой полноты и не предусматривается дополнительный объем для стелек. Камшат немного волнуется, вам не кажется? Да, присутствует. Но это уже как бы личные, да, как качество человека. Как бы есть уверенные люди, есть. Но я надеюсь, что она донесет суть. Да, главное донести суть до наших многоуважаемых жюри, а я думаю, они все поймут правильно. Чтобы расширить наш мини-цех, нам необходимое оборудование. Общее количество мне нужно 13 миллионов. Камшат рахмет, өте көделі жоба десек болады. Бірінші сұрақ, сіз осы аяқ киімді қалай сатпақшысыз? Қай жерде сатпақшысыз? Бізде өзіміз Жамбыл облысында Кошкаминат деген магазин, цех бар. Сол жақта біз солармен договорға отырып, біз сол жақта сатамыз аяқ киім. А скажите, а что за вот эта вот стелька у вас там? Вот тут есть стелька, которая амортизирует и массирует стопы. Вот. Так как люди кровообращение, чтобы да, лучше, кровообращение да, было. Камшат, а если вы проверите отечественные производители, потому что если нету отечественных производителей и вы будете одним из единственных, да, у вас сразу появляются большие возможности поставлять это глобально на государство, да, при поддержке содержания, да, поэтому участвовать в государственных программах, проектах, тендерах, да, поэтому подумайте, проверьте это обязательно знать конкурентов надо, хорошо? А какую оценку мы дадим в целом выступлению Камшат? Ну, в целом, я тоже считаю, что она донесла все-таки мысль, какой-то благородный посыл. Ну, 9 из 10. 9 из 10, неплохая оценка от наставника. Я тебя поздравляю. Спасибо. Все, время отдыхать, расслабиться и просто ждать результатов. Проблема доступа людей с ограниченными возможностями и к социально значимым объектам все еще остается актуальной. Бордюры, подъемы, высокие ступеньки – все это не дает им комфортно передвигаться и не испытывать при этом неудобств. Финалист из Ахтубе Булат Каликбаев с рождения страдает ДЦП. Но своим примером он доказал, что инвалидность не приговор. Он ведет активный образ жизни, управляет собственным бизнесом и мечтает реализовать свои идеи. А их у Булата немало. По его мнению, один из самых простых способов облегчить жизнь людям с повреждениями опорно-двигательного аппарата – это открытие цеха по производству переносных металлических пандусов. Ментор Булата Каликбаева – управляющий партнер Руми Групп Куаныш Шонбай. Кто поменял в своем выступлении, что улучшил, что убрал? Вместе со своим наставником, безусловно, да, конечно. Мы здесь отрабатываем. Вот до конца прямо отрабатываем. До выхода, как говорить, как правильно преподнести те слова. И буквально вчера ночью я чуть-чуть поменял оконцовку своего презентации и поставил другие картинки. Отлично. Ну что ж, я тебе пожелаю удачи. Покажи все, на что ты способен. Спасибо очень большое. Прошу. Здравствуйте, меня зовут Калкбаев Булат, я из города Ахтубе. Я представляю проект «Пандусы-трансформеры». Пандусы всегда нужны не только для инвалидов, но и для тех, кто выезжает с колясками. Расскажу о своих друзьях, которые ездят часто на колясках. Когда я приезжаю к ним, обычно что я слышу? Как там на улице? Вот такой банальный вопрос. Не то что как погода, да? А вопрос, как там на улице. То есть это очень сложно понять это слово. А потом они, сидя дома, и понимают, что
на улице это очень прекрасно. Но единственное, там, что минус, они не могут выехать. То есть, выходя из дома, они видят лестницу. И поэтому сколько стоит? перейдем, Начинается от 50 тысяч. То есть, тенге за да. что? За вот этот пандус? За метр моего пандуса. То есть, бывает, что они длинные, бывает, что я буду устанавливать, будет этот, и 50 тысяч тенге. Хотя в других городах они чуть дороже стоят. Почему? Потому что у них металл дорого. А у нас в Актюбинске есть свой ферросплав, есть металлические компании, очень много. Из-за этого у меня по себестоимости дешевле, и я делаю дешевле. Если вы заметили, уже он как бы не как, так скажем, простонародный инвалид сейчас думает, он как вот предприниматель, свободный человек, мыслит по-другому, уже считает аутсорс, не аутсорс. Поэтому вот эту главную победу мы уже достигли, но я думаю, все-таки у него есть шансы. Сейчас, если послушаем, наверное... Безусловно, Булат набрался опыта, да. Я рассчитываю где-то до 5 килограмм из алюминиевого сплава делать. То есть дюраль алюминий, те, которые с собой таскают. Вот. Выдерживает по массе? По массе, так как он дюралевый алюминий идет, он спокойно может до 115 килограмм, как я разузнавал, на какой-то сантиметр, не помню. Я придумал такой рычаг, который он будет вытягивать. Оно как вам сказать, как жалюзи. То есть выпрямляется. Выезжать будет. Выезжать. Да. То есть вытягивается, он как жалюзи выпрямляется. Когда вы выпрямляете, то есть он начинает как лестница становиться. Требуемая сумма инвестиций и на что это будет потрачено? У меня на 7 миллионов требования. То есть оно будет потрачено на то, что куплю «Газель», потому что его надо будет перевозить, то есть устанавливать. Транспортировка, то есть логистика обязательная. Со стороны пользователя, да, то есть человек, который действительно пользуется этим, да, на себе, через себя пропускает, он может сказать все погрешности, которые могут быть в этом проекте. За это браво вам. Что касается вот этих строительных норм, да, по СНИПам, да, я предлагаю, если есть такое даже недопонимание именно в отношении людей с ограниченными возможностями, Национальная палата предпринимателей вместе с ассоциацией там инвалидов Казахстана, может быть, да, могут вынести это на уровень законодательный и внести дополнения и изменения в СНИП для того, чтобы улучшить возможность как раз-таки вот таких вещей, которые вы производите, новаторских, да, чтобы их внесли в коррективу и закрепили уже лабораторными исследованиями, как полагается, да, то есть это, я думаю, что не проблема. Все, спасибо. Спасибо большое, господа, спасибо, уважаемые члены жюри. Спасибо, Булат. Итак, Булат, мы видели оценку жюри, все были довольны, изъявили желание помочь, посотрудничать вместе. Как ты сам оцениваешь свое выступление? Были те какие-нибудь моменты, которые ты упустил? Да, конечно, были у меня те моменты, которые я переволновался и начал... Есть места, где хотелось бы еще больше рассказать те вещи, которые еще дополняли. То есть есть инновационные программы, которые для автобусов, для тех же. В принципе, не хватало времени. Время отдыхать и не переживать. Я тебя провожаю за кулисы к другим нашим участникам. Спасибо. Да, спасибо. Ну что же, первые 7 участников из 12 закончили свои выступления. Теперь остается только ждать вердикта нашего строгого и объективного жюри. И ровно через неделю после того, как выступят остальные участники реалити-шоу «Стартап Болашак», вся страна узнает, кто же победит в этой битве, кто же попадет в тройку обладателей грантов на сумму 5, 6 и 7 миллионов тенге. А некоторые финалисты могут получить и гранты в номинации Green Startup от программы развития Организации Объединенных Наций в Казахстане при финансовой поддержке Европейского Союза. Бизнес-ангелы также могут проинвестировать в проекты и войти в долю стартапов. Я также хочу поблагодарить всех членов нашего жюри за ваше неравнодушие, за ваше активное участие и за вашу объективную оценку, которую мы еще попозже узнаем. Хочу также сказать большое спасибо и менторам за вашу поддержку, а самое главное за знания и советы, за бесценные советы и рекомендации, которые вы давали нашим финалистам. Уважаемые телезрители, дорогие друзья, мы встретимся с вами в этой же студии ровно через неделю. До свидания. До встречи в эфире, друзья.